Сухумское художественное училище носит имя Александра Чачба, первого абхазского профессионального художника, искусствоведа, критика, чье имя неразрывно связано с развитием театрального и декоративного искусства Петербурга и Москвы. В 2014 году в центре Сухума ему был установлен памятник, автор которого скульптора Мирана Адлиба, который сегодня возглавляет училище. У Сухумского художественного училища большая и богатая история. В 1918 году Александр Чачба приезжает в Абхазию, чтобы открыть школу изобразительного искусства, где поднимались бы вопросы драматургии, этнографии, архитектуры, живописи и ваяния. Но художнику мешают меньшевики, и он вынужден уехать, рассказывает директор училища Мирана Адлиба. Первыми преподавателями училища были Данишевский, Гауш, Петров, Европина, Невский и другие. Лариса Джопова работает в училище с 1979 года. Она вспоминает тех, кто стоял у самых истоков создания школы. Училище – как бы кузница людей, которые продвигают дальше художественные промыслы, народные художественные промыслы, так, чтобы это не было забыто. И тут замечательно работает педагогический коллектив. Конечно, вспомнить надо сперва тех, кто ушел, которые стояли у истоков их. И это был и Лакарба Виталий Константинович, которого все знают, и он был замечательный художник. Сергей Михайлович Габелия, тоже директором художественного училища работал. Ныне здравствующая Зоя Квашевна Джинджоли директором была. Вот сейчас, вы знаете, Адлиба Миран Сардионович. Вот, и я с замечательными художниками работала, такими как Валерий Габелия, Тария Лампар, Петр Александрович Кульчицкий. К сожалению, их сегодня нет, но они большой вклад внесли вот в работу. Сегодня одна из опытнейших художников, как Валентина Хурхумал, которая сегодня преподает. Сухумское художественное училище и сегодня сохраняет и приумножает традиции, начатые великими основоположниками. Живопись, скульптура, дизайн одежды, художественная керамика, обучение всем специальностям на бесплатной основе. На выставке, которая открылась в Центральном выставочном зале Сухума, были представлены дипломные и текущие работы студентов училища. Советник президента Владимир Зонтаря поздравил преподавательский состав и учащихся с юбилеем. Училище наше Сухумское – это прекрасное учебное заведение с большой историей. Здесь преподавали настоящие профессионалы с огромным творческим опытом. И не зря говорят, что в Абхазии сформировалась Сухумская школа. Имеется в виду абхазская школа, своя школа, со своими традициями, со своим ярким колоритом. Очень талантливые и очень самобытные художники, мастера кисти и резца, которые давно уже вышли за рамки национального искусства. Их произведения выставлялись во многих европейских государствах, в России. База, полученная в худучилище, позволяет его выпускникам успешно учиться и повышать квалификацию не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. В перспективе, если училище будет развиваться, реагируя на те запросы, которые сегодня в современном мире существуют. У них есть сегодня факультет дизайна, керамики, скульптуры, живописи. Я думаю, что, несомненно, у них будут всегда студенты. Мы наблюдаем динамику, что за последние 10 лет, вот если сравнивать студентов, стало ровно вдвое больше. То есть они имеют возможность здесь получать базу, а затем многие из них, кстати, студенты, которые хорошо себя проявили в плане учебного процесса, продолжили свое образование и в России, и за рубежом. Поэтому это большое счастье, что оно есть, что сохранило традиции. И сегодня вот мы с вами присутствуем на замечательной выставке студентов. Заур Кварща – один из первых выпускников художественного училища. Вспоминая годы учебы, художник называет то время золотым. И вот в 1968 году решил я свою маленькую судьбу, поступил в это училище. И в протяжении 4 лет, там, где я проучился, взял небольшие азы этой профессии. Время было золотое, с большим энтузиазмом работали все студенты, мальчики, девочки, нас было около 14 человек.
Сегодня в Сухумском художественном училище около 100 одаренных студентов учатся живописи, скульптуре, керамике, дизайну одежды. Можно с уверенностью сказать, что учебное заведение развивается и идет в ногу со временем. На Алакове Роберт Ломя, Беслан Джинджоlia, Абхазское телевидение.